Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши же семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Как бы мысли вслух. Этот прямой эфир мы хотели дать слово Задунайскому, но Задунайский технично съехал, сказав, что он занят. В принципе, Булат, ты прав, что этот ислам, он всем как бы поперек горла, но вопрос в том, что ни одна нация в мире, как мы, чеченцы, не стоит на грани исчезновения. Поэтому для нас очень опасно этот ислам. Мы понимаем там тревоги армян, что они окружены исламскими государствами. Единственный у них выход через Грузию на Черное море. И то Россия смогла их поссорить. Мы полностью поддерживаем. Вообще, кавказские, какие бы они этносы, хоть каким боком они не относились к Кавказу, мы будем с ними солидарны. Потому что мы чеченцы, у нас Кавказ – это наш общий дом, это наше видение вообще. Это видение в плане того, что все должны найти место в этом большом доме под названием Кавказ. Будь он южный, северный. Хотя у нас, конечно же, империя очень удачно, хорошо для них посредством религии, посредством международных войн, искусственных. Они могли нас разделить, но армяне мне ближе, чем турки. Это факт. Вот армяна я вижу, если просто достаточно, как он себя ведет, уже ушло. Все, что-то в нем кавказское. Гостеприимство. Он старается свое слово с тобой сдержать. Он серьезно относится. Уже Гушул он, вот, кто бы что ни говорил, армян от турка отличается. Турок он тебя обманет, он тебя продаст. Мы не говорим, что турки плохие. Мы же не говорим, что они там какие-то нехорошие. Но это их натура, это имперская нация, это сброд всех там. Они стараются тебя отуречить. А с армянином он с тобой общается, как вот он армянин, а ты чеченец. Все. Ему не интересно тебя армянизировать, не интересно ему в тебе впихивать свою армянскую апостольскую церковь, там свои праздники. У них свои имена, я в чем? На примере армян. Грузины также для нас близки. Азербайджан – это такая нация все-таки персидская. Хотя тоже не хорошие ребята все, но там тоже сброд, резгины, там Табасаран, все это. Это исходя из этого, надо этот вопрос изучать глубоко. И исходя из этого для нас, для чеченцев, не в укор никому, вот Карен наш друг, Дон Ахчи наш Задунайский, тоже сумский казак, убийца, насильник, маньяк. Но мы всегда работаем на чеченскую публику. Для чего? Для чего? Для того, чтобы чеченцы осознали все-таки, вернулись к своим истокам, более-менее 30-летней давности, осознали, поняли, что вот наша национальная самоидентификация
идентификация – это мы чеченцы. Во-первых, мы чеченцы, мы представители коренного народа, происходящего с Кавказа, с северного, южного, с двух склонов. Потому что вот они говорят, что в Грузии пришли. Неправда, там они жили всегда веками. Мы грузинов ничего не хотим забрать. Но так сложилось, что это стало отдельным государством в Грузии, политическим. Но там чеченцы, эти майсто, кисты, кто там еще там, вот эти вот, шапсуги, вот эти все вот эти хевсуры, дидойцы, это все нахские чеченские остатки нашего ареала расселения. Мы не призываем сейчас отделяться от Грузии, там, воевать. Просто мы должны осознать, нам нужно просто понять, помочь нашей чеченской нации, которая на грани исчезновения, что мы чеченцы, войнох чиду, что в чадыш, войцан хоуме хадерду, по религиозному признаку, что мы не определяемся. Религия – это вообще отдельная история, это арабская цивилизация, христианская, католическая, без разницы какая религия. Мы вот, истоки наши чеченцы, махтвой, цабу, с разными диалектами, и это есть наше богатство, что мы не все одинаковые, что мы разнообразные, с разными диалектами, с разных склонов гор. И благодаря этому самосознанию мы можем сами стать нормальными людьми и помочь вокруг тем нациям, которые вокруг нас. Мы не будем им угрозой. На данном моменте Россия сделала так, все сделала так, что мы какие-то бородатые, коварные, кровожадные люди, что женщины, что мужчины, которые желают смерти всем. Мы представляем угрозу тем же русским, благодаря этим же русским, тем же дагестанцам, этим национальностям, благодаря этой религии ислам, которую они насильно навязали, пропагандировали, как бы полностью нас туда ввели, но недостаточно, чтобы полностью осознавать, что такое вот этот вот ислам. И другие национальные, армян, мы никого не любим сейчас из-за этой нации, из-за этой религии. Армян мы не любим, потому что они христиане. Грузин мы не любим, потому что они христиане. Русских мы не любим, потому что они нас убивали. Это нормально, а что их любить? Они приходят, нас 4 с лишним века убивают. Но они нас в такую ситуацию ввели, что мы даже не можем понять, почему мы их не любим уже. И одновременно они посредством этой религии делают нас своими союзниками, потому что типа мы боремся с западными ценностями, гомосексуализмом, всякими вот этими выдуманными их вот этими концептуальными идеями, типа что вот традиционные ценности Запад хочет разрушить на территорию русского славянского мира. И туда наших вот чеченцев исламизированных они впихивают, что мы тоже вот мы православные, а вы мусульмане, Бог един, Аллах один. В Коране даже про христиан, что там написано, они же, которые им выгодны аяты суры, вытаскивают их, читают вот этим необразованным чеченцам. Абсолютно чеченцы сейчас необразованными. Кто бы что ни говорил, чеченская нация в большинстве своем 90% они необразованные. Все вот эти вот учебные заведения на территории Чеченской Республики, они не профпригодны, там не преподается ничего. Если в каждой школе есть уже молельные дома, это все труба. Маленького ребенка с малых лет зомбируют, в детских садах эти всякие молельные дома. Единственное, чему там они обучают, молиться, быть рабом. А в западных странах, какая тенденция идет, такие вот проповедники, как Басхан и другие, они вот просто расчленяют чеченскую нацию и выводят из школьной программы чеченцев. Практически чеченцы здесь не интегрируются. На Западе не интегрируются. Это факт, кто бы что ни говорил. Они же говорят, Хардуни, Войндел, да, Саркали, Эхар, Харшкеш, Сударь, Вайбеш, Дюш, нас родители ходят в мечеть по пятницам. Они идут на всякие дешевые работы или вообще не работают, потому что они говорят, что это харам работать на кафиров. Дети у них тоже на своих родителей смотрят. Единственное, они живут от пятницы до пятницы, чтобы пойти в мечеть, и потом в субботу, воскрес с такими же бородатыми штырями они ходят. И все. За прогресс. Поэтому нам нужно возвращаться к истокам. Надо понять, что мы чеченцы, что нам нужно развиваться, что нам нужно образование, что нам нужно вот это вот наша адмолла, человечность. Любить людей в любых их проявлениях, в любых их формах. Сохранять свой язык, говорить на своем языке. Ще мохт биться, ще айдл чахдар, ще нохче щукадол, гыл, швук, шлам, швас, чахдар. И думать, Ишек. Бороться с исламом тоже бесполезно, потому что это такая ядовитая идеология. Если ты начнешь бороться с исламом, то вся твоя жизнь будет в борьбе против этого. И одновременно, когда ты борешься с исламом, ты себе наживаешь очень много врагов, потому что за этим исламом стоит такая мощная ядовитая умма, которая просто коктейль разнообразных национальностей, которые они все тоже необразованные, глупые,
недальновидные, вообще идиоты, головорезы. Зачем нам бороться с исламом? Надо выводить нашу чеченскую нацию из ислама. Бороться не надо с ним, надо выводить. И как выводить надо? Просвещая чеченскую нацию. Вот говорить, вводи суры, аят, именно пропускать, чтобы чеченцы пропускали через призму чеченского вот этого своего менталитета, чеченской культуры, у которых что-то где-то осталось, чтобы нов чуть-чуть читал, говорил, жимчкан танки, гадамик шдуй, дойти тардари, хай дойти тардари, Иштагал музмам, схарли или наумбош. Вот так вот надо, примерно, через суры, аят. Именно читать суры и аяты. Суры и аят, потому что это священная книга до скончания века, рода человеческого, она не изменится. Хадисы тоже надо читать, но хадисы, понимаете, они уже начинают дискутировать, это хадис, это не Коран. Суры и аяты. И там, где надо, конечно, тоже хадисом чуть подтверждать, просто надо просвещать эту нацию. Просто просвещать эту нацию. Хамдас, ардах, не штука, в боды. Вот и в бот, чемпионат целый, да, целенаправленно русские этим занимаются. Насчет Армении. Надеюсь, что Армения с Азербайджаном найдут общий язык, подпишут мирный договор. Какой бы он ни был, лучше будет для армян. Потому что Армения откроется для внешнего мира. Через Турцию они смогут выезжать, заезжать, армяне свободно. Мы желаем этого. Но туркам доверять, конечно же, нельзя. Мы тоже это понимаем. Надо быть настороже, начеку. Но что лучше все равно через Америку, через Турцию, без никакого русского посредничества Армения не должна больше никогда быть заложником России на Кавказе. Она должна вести свою независимую, суверенную, выгодную для себя политику. Вот мы желаем Армении. А Азербайджан по-любому, турецкий вот этот вот гамбит, так скажем, турецкая культура, он так и так выкрутится. Там Азербайджан большая нация, больше 12 миллионов, там турецкий культурный вот этот вот, турецкая культурная вот эта вот сфера, и там их нет Туран, так что за Азербайджан мы не переживаем. В принципе, наоборот, Азербайджан является форпостом турков. Турков надо опасаться, они очень хитрые, они предатели, на самом деле, они коварные. Вот армяне должны найти вот это, чтобы гарантами у них были американцы, там, немцы, французы, чтобы вот эти пути транспортировать через Турцию. Армянам надо выходить на Запад. Все. Россия это уже все. Она не является союзником армян. Она всегда их использовала в своих корыстных целях. И за счет армян строила свою политику на Южном Кавказе. Вот это, если армяне поймут, их высшие политические руководители, так называемый политический истеблишмент, тогда Армения станет каким-то более-менее цивилизованным, суверенным государством. И армяне со всего мира могут ездить домой. Это будет выгодно для всех армян, потому что очень много армян у нас на границе все-таки находится. И они помогут поднять экономику, на самом деле. Прямые авиарейсы надо налаживать. Прямые транспортные пути через Турцию, всех, чтобы ваши нужные грузовики, все в Армении. Все, что можно, нужно торговлю налаживать. Любой мир, он лучше. Такие вот у нас пожелания. Насчет вот этих каналов, которые вы говорили, Карен, это хорошо. Пускай все говорят, там заходят. Но чеченцам от этого пользы нет все равно. Чеченцы такая специфическая, замкнутая такая единица в интернете, в информационном поле. К ним нужно вот именно на чеченском языке, где надо на русском, потому что некоторые в разных странах живут. Вот так, и узкопрофильную работу надо проводить, чтобы просвещать. А так в общих чатах их не будет, чеченцев. Они не могут общаться с другими национальностями. Нету коммуникации. Не коммуникабельны, абсолютно не коммуникабельны чеченцы. На своих кодах информационных у них свои коды информации чеченцев. Вот они не могут вести дискуссию ни с кем. Вот заходите в вот этот чат даже на Россию, вы видите, там чеченцев практически нет. Не могут говорить, да. И они не понимают даже. Это замыкаются в своем. Салам алейкум, алейкум салам, салам алейкум, алейкум, и уходят оттуда. Поэтому работать надо узкопрофильно, целенаправленно, направленно вести на чеченскую вот эту вот информационный вот этот именно интернет-сегмент, на чеченскую вот узкопрофильную публику, и именно через чеченскую призму надо пропускать. То, что ты объясняешь там из одного из народностей Дагестана, ему нормально, чеченцу надо объяснять так, чтобы через чеченскость он прошел этот ислам. Если ты через чеченскость ему не пробиваешь этот ислам, он не понимает. То, что казаху ты там что-то объяснишь через вот религию так вот, он, возможно, и поймет. Потому что казахи все это более-менее большая нация, и у них с разных сторон разные нации. Они продуваемые. Чеченцы замкнуты. Единственное, кто нам закидывает эту подлую мерзкую информацию в виде ислама, это Россия со своими спецслужбами, именно со своими специализированными мулами, имамами. И чеченцев очень закрытый вообще мозг вообще. У них чеченцы закрытые вообще сами по себе. Им надо вот через
чеченскую призму, вот, говорит, Хавел, Хайбейне, Мигдереха, и что, вот так надо, через вот, новчик, через чеченские коды, пробивать их. Прошивать нужно их по-новому. Потому что 35, 40, даже 100 лет их прошивали вот через чеченскость им прошивали именно этот ислам. Типа вот он, шуцмек, шмадуй, дик мадуй. А теперь надо обратный путь проводить. Вот, именно вот обратный, совершенно обратный путь. Тот, который российские спецслужбы еще с царских времен проводили информационно по догматированию, зомбированию чеченской нации. Вот мы обратно должны тот же путь пройти. И дадим, что такое, а так на общих площадках чеченцы вообще, они себя не чувствуют вообще даже касающимися этих площадок. Они сами по себе живут, чеченцы. И что там, анализ. Как думаешь, Булат, правильно я выразил мысль или нет? Вот ты как наш старожила, возможно, можешь подкорректировать, добавить. Я тебя слушаю, Булат. Молчит. Да, к сожалению, Булат молчит. Маша. Ой, что, лауреат, слышу, связь у меня не сразу могу включиться. Абсолютно согласен, абсолютно все верно. Нечего добавить даже, все. Мы в сегодняшнем реале все это видим. Так что мы видим сегодня чеченцы, большая часть чеченцев находится в этой, скажем, вот заблудшей, вот в этой вере, которая вот абсолютно противоречит самому чеченскому всему, и культуре, и обычаям, и вот всему, что можно сказать, вот этот чеченец, вот все противостояние. И вот это и привело, наверное, вот нам как-то взяться и изучить этот ислам, и объяснять людям, и просвещать всем, кто это, не зная, все это несет в себе, передает по наследству, и излечить от этой болезни. Ну и, соответственно, это всем пойдет на пользу, и соседям, и всем, кто себя связывает с этим народом. В первую очередь это должно пробудить весь этот чеченский народ и признать, что это абсолютная неидентичность чеченцев. Это нарушение. Не знаю, что еще добавить к тому, что ты сказал, лауреат, нечего добавить, убавить. Здравый мысль, здравый человек все это видит и, будем надеяться, будет понимать, о чем мы говорим. У меня все. Баркал Булат. Нисма, да и риску типа. Ну, смотрите, даже пример возьмем. Допустим, вот чеченцы ходят там, говорят, все нохчу. Сидят даже вот эти хайты, даже эти бородатые шныри. Нохча лиц, декшады куфрал дубош. Ну, как это вообще в голову не укладывается? Он, главный мерзавец, говорит на чеченском языке с такой бородой вот на 2-3 километра. Он говорит на чеченском языке, вещает эти арабские грязные вот эти вот постулаты, вот это все разврат, распутство в чеченскую нацию, и одновременно чеченцам на чеченском говорит нохчалла, это значит чеченскость, нохчалла это наш национальный код, все-таки это наша культура, и куфралду, он говорит, это то, что противопоказано Аллаху. И тут люди так сидят, слушают его и говорят, ну почему? Вот это надо объяснить, это тонкая грань, надо чеченцам объяснять, что вот такие вот вещи, это и есть все, что противопоказано, естественно, чеченской нации. Что и бнох челлем лишил, так милхавилага, кто бы он ни был, кто ставит под сомнение новчела, в любой какой бы форме он это ни делал, исламской, русской, подрусской, советской, российской, коммунистической, уже он враг чеченской нации, значит, он вредитель, он противопоказан нам. И духовный дьючек, вот это надо объяснять им. А как это объяснить? Полностью раскрывать суры, аяты из Корана, показывать чеченцам армейк, что и показывать, что это не от святого, что это не божественное писание.
что это не божественно, от Бога это не могло произойти, от Бога не могло снизойти такое, потому что все похоть на телесных усладах, на похоти, на грязи, на насилии, на убийстве, на обмане. Зачем Богу создавать тебя, Аллаху, да, допустим, и потом играться с тобой, чтобы тебя обмануть и понять, что он хитрее тебя? Зачем это нужно Богу? Или говорить Богу тому же, говорит, Ибрагим, ты мой друг, Авраам. А потом ему же и говорить, я тебя тестировал, покорись мне. Вот это вот вся нелогическая вот эта вот связка, цепь, это все надо, конечно, что кропотливый, большой труд, но этим надо заниматься, кто-то же должен это делать. К сожалению, большому сожалению, очень мало людей этим занимается, потому что в дискуссиях таких, как Ходейлах, ты Швации, ты веришь в Бога, ты не веришь в Бога, ничего не добьешься, потому что это очень такой широкий, философский, концептуальный подход. Ходейлах, ты Швации. Кто-то может верить, кто-то может не верить, а кто-то может верить так. Но дело же не в вере в Бога, дело в религии ислам. Именно вот этой идеологии, развратной, бандитской, убийственной, которая пришла нам с Саудовских песков, и которую сам того, возможно, не подозревая, я не думаю, что он таким был великим мыслителем, Сикстат Музмахмад, потому что тот, единственное, что его интересовало, это его похоть, богатство, убивать людей и порабощать. Просто своим бандитизмом он вокруг себя соединил этих людей, создал эти банды свои бедуинские и начал нападать на другие уже народности. Да, надо просто рассказывать про эту религию и все. А там говорить, ты веришь, не веришь, другой вопрос. Это уже с каждым пускай все как хочет верить. Нам надо раскрывать Коран, священный мудрый Коран. Просто все суры, аяты, как я читать. Хотя Цаамагат, там, Чувен, Ходейлах, Тишу, Ходейлах, Тишу. Да плевать, Ходейлах, Тишу, плевать, ты веришь в Бога, не веришь в Бога. Дело не в том, не в вере твоей. Дело в Коране, дело в сурах и аятах. Дело в сунне пророка. Вот это надо раскрывать, а не там сидеть, дискутировать. Это же теологические вообще бесконечные споры. Они к чему не приведут. Чеченцам не до этого даже. У нас для того, чтобы дойти до этого уровня, нам надо вообще осознать, кто мы. С первой даже войнов чеду, я бусал. Вот когда мы узнаем, что войнов чеду и бусал дать, он говорит, бусал, так называемый дин, ислам, это вообще нам противопоказано, это все чуждое. Тогда мы можем уже дискутировать с другими, там, верим мы в Бога или не верим, какие у нас боги, там, дело, там, не знаю, что другое, там, 5, 7, 10, 80. Нам еще до этого, это очень далеко, очень далеко. Нам сейчас вопрос выживания, выжить, у нас жизнь или смерть, вот, все. Мы умрем как нация, растворимся в серой этой массе исламской под названием мусульмане, или вот все-таки сохраним себя как нацию. Вот и все. Но Россия делает все, чтобы мы растворились. Ни один мулла, ни один имам на территории оккупированной Чеченской Республики, на территории России, в странах Запада не преследуется. Наоборот, ему всевозможная поддержка, всевозможное распространение ислама, именно российскими спецслужбами, именно российскими дипломатическими представительствами в странах Запада, через эти консульства, через эти вот посольства. Все им дается. И им нужны деньги идут. Им нужны загранпаспорта. Загранпаспорта, внутренние паспорта даются. Все делается Россией для того, чтобы в чеченской среде распространить ислам. Особенно вот этот вот радикального толка. Радикальный толк, там ислама много этих людей, но самый радикальный это салафизм. Это фундаментальный ислам именно на Коране и Сунне пророка. И все. Вот если мы это поймем, а там уже другой вопрос, а остальные беседы с другими, вот эти дискуссии, дебаты с другими национальностями, они нам позже не принесут абсолютно. Просто мы будем в дискуссиях утопать, мы будем спорить с кем-то, но это споры для того, чтобы, как говорится, не прийти к истине для чеченцев, а чтобы забалтывать ситуацию. Просто споры на споры. Нам это абсолютно не выгодно в данном этапе. Нам нужно сконцентрироваться на себе, на Чечне. И что? Деньги. Что военхей так длится, хотя за Дунайский все время за Дунайский с нами слушает, хотя не знаю, он понимает или не понимает, что мы говорим. У него одна тема, как бы поубивать чеченцев в любой их форме. И мы лишь бы убивать чеченцев в шашках. Хани буду лаки, не буду лаки, чеченцы, не чеченцы, лишь бы вычистить вот эту сунжинскую линию, именно так называемую, чтобы убить чеченцев и туда заселить своими русскими. Главное, он восхищается, самое главное, выставляет целые тексты, которые говорят о том, как царская армия вырезала чеченцев. А потом в частных беседах говорит, я украинец, видите, я хороший парень. Но зачем тогда вы восхищаетесь царской империей, царскими экспедиционными
корпусами на территории Чеченской Республики. Зачем вы восхищаетесь, ставите их как бы в героев, выставляете, что они вот защищали русская сила русского оружия, сила русского духа, русская история, русский язык. Зачем? Вы же говорите, я украинец. Вам надо, наоборот, тоже донашим, быть союзником чеченцев и восстанавливать чеченскую независимость, чеченскую нацию свою создавать. Если чеченцы будут на земле, как чеченцы, то вам место будет в Чечне. А если если чеченцев не будет, как чеченцев, то вам никому там места не будет. Там будет только место русскому, православному, ахлю-сунна, вашему исламу, который вы навязываете чеченцам. Это значит человеконенавистническая идеология, которая не принимает никакого другого вида деятельности, как рабство. Все должны быть рабами кого? Московских царей. Вот и вся суть. Но нашего. Слушаем вас. Ты мне не приписывай того, что я не говорил. Вот это по поводу каких-то царских. Ну где так? Что ты мне выдумываешь? Крепость кто нам сюда скидывал? Наурская? Штурм Наурская или что? 774 год? Царская армия вырезала чеченцев, а вы закидываете, говорите, вот герои, казаки. Какие казаки там, наши герои? Какая армия? Причем здесь армия? Ну, рассказ скидывали, тем более с украинского сайта. Да это просто ссылка. Нет, просто там... Вы понимаете вообще, в какой мы, как бы... Да я все понимаю. Я понимаю лучше, чем кто-либо понимает даже. Понимаю лучше. Зачем вы боретесь против нас? Да никто не борется. Просто вот этот момент ислама, да, ты там вот хронологически меня интересует. Смотри, когда это Наурская там эти были, которые нас там еще не было, вот эти ваши чеченские казаки, там Наурский, Гуной какой-то, эти Терские, потом эти, как их там эти. Ой, Гребенские, мы их вообще считали, что это другой народ. Мы же пришли позже, на Сунжинскую линию. Вы уже были мусульманами, вы уже были, ну, такие мусульмане. Кто вас сделал мусульманами, я не знаю. Не мы. Мы, когда пришли на Сунжинскую линию с Дона, вот создали эту линию, вы что, уже были мусульманами по полной программе. Не мы вас в ислам привели, извини. Вот. Вот лично я вот за то, что ты говорил, я двумя руками, ногами. За вот кодекс Нохчи, вот, все отлично, все, я все это признаю. Но вопрос, вы сейчас с исламом боретесь, выходите, заходите. Мы тут ни при чем. Мы пришли, вы уже были мусликами. Сунжинская линия пришла, вы уже были мусликами. Вопрос. 774 год. Нападение на Наурскую, на ваших казаков. Вы их приняли, получается. Логика какая? Вы их приняли, значит, вы еще мусликами не были. Потом вы стали мусликами, и они, естественно, начали вас мудохать. Потому что они не муслики, а вы муслики. То есть вы вышли из кодекса Нохчи или из их христианства вышли. Пришли к вам турки на помощь, там, Кабарда, всех, кто стали мусликами, они погнали на Наурскую. Этих казаков, терских и гребенских мудохать. Но те дали отпор, те начали вас мудохать. Потом царская армия пришла подряд. А мы пришли уже, вы мусликами были. Вы уже на Наур ходили. Гребенские, там, Гуной, там, выходцы из Чечни. Значит, Гуной это стали, они православные чечены. Казаки стали казаками. Думают, мы лучше казаками станем, чем мы будем оставаться с этими продажами, кто стали мусликами. Ну его нахрен. И Гуной они говорят, мы теперь казаки. Все, лучше православными, чем мусликами, бусурманами. Правильно я говорю? Правильно. Вот и все. Напали на Наур, напали. Те хоть вооружены. Подожди, я закончу сейчас, и потом будете меня поливать. Те были вооружены. Община отбилась. Бабы, старики, дети отбились. Община отбилась, была вооруженная. 18-й год. Шарились по станицам. Пока вот у меня там дед погиб по Владикавказу. Шарились, ингуши особенно там постарались. Муслики. То служили царю продажный, потом в станицах безобразничали. Ну там еще у нас оружие были, отбивались. Ну вот 90-94 год, это самая позорная летопись в истории вот этого всего. Потому что убивали, у нас оружия не было. Дудаев вооружил, и уголовников, головорезов, бандитов. Вот я вот слушал, мне тогда было страшно, вот я слушал показания Тимишева, мне вот сейчас как еще страшнее стало. Я думаю, как еще нам повезло, то есть вот это переживать заново.
Вот это и правильно тогда сказал это Эсамбаев, что говорит, лучше, как он выразился, лучше второй раз выселение, чем такой позор. Ну, я не, он так эмоционально, я против всяких выселений там. Да, мы туда, мы Сунжинские, я за Сунжинские отвечаю, да, мы этнические украинцы, мы там пели украинские песни. И я теперь понимаю, когда у них была истерика у наших соседей чеченцев, они с нами прожили, они ушли из чеченского села и с нами прожили. Я сейчас понял до конца, что они с нами рядом прожили лучшие годы жизни, с нами вот они, никто их там, с нами, не рядом со своими мусликами, а с нами в Васиновке. И у них была истерика, у них катастрофа. Мама не могла понять. И до конца, почему так, они вот это вот так, как бы, шок был. А теперь я понимаю все. Машу Домосляга приветствую всех. Можно возразить Тонахче? Да, ну, Виталий, я, там, не, ну я не прав, что ли. Булат, Подожди, Виталий, мы пришли туда, вы уже были мусликами, так что на нас, на Сунжинских, вот Да, там понятно. разбирайтесь со своими Гребенскими, с Науром, которого вы штурмовали вместе с этими Кабардой, с турками, вы уже были мусликами. Мы к этому отношения не имеем. Мы пришли туда на Сунжу, вы уже все были мусликами. Давайте Булат вам возразит, а потом Булат, Донахче, ты с глубокой историей были, не были и пришел к 90-м годам. Вот сейчас тоже последую, вот, где были, не были. Вот где не были, вот те же имамат, который уничтожал свои же ханства по соседству в Дагестане, вот этот же имам пришел и начал вот этих, кто не были, делать были, ислам распространять. Вот в этой же Чечне, о котором ты говоришь. И этот же имам получал от вас же пенсию, от вас же, конечно, соответственно, от работы, которую он сделал. И кому он это делал работу, тоже прямо так и объясняется. Если я плачу пенсию, значит, этот человек работал на меня. А работа исходила от того, что он распространял этот же ислам. Вот это время, как ты говоришь, твои казаки, твои предки воевали вот с этими мусликами. И вот так со временем придем вот так же этим же последовательностью к 90-м годам. В 90-х годах все, что вы творили в 80-х, 70-х, 60-х, даже когда еще с выселения, когда вернулись домой предки, то, что вы как над ними вели себя вот имперски, вот этими замашками, вот это все отлаживалось у каждого чеченца. Хотя чеченцы такой агрессии в это время не проявляли к вам. Но в каждом городском транспорте, парке, где бы ни было, ваши взгляды, вот эти высокомерные, которые вот прямо обжигали вот этих чеченцев. И вот это все оседало, вот, и вот этим и сыграли вот эти вот этими бандитами, которые ты говоришь, мне без разницы, чеченец он, не чеченец он, кто творил вот эти зверства вот в эти времена 90-е, они бандиты. Над вами, над нами, без разницы, что они творили. И вот это время, что творилось по России, в других краях, мы об этом не будем говорить, потому что в 90-е годы, вот это время по рейтингу убийства, по рейтингу насилия Чеченская Республика занимала первое, второе место в мире вот в это время. По насилиям, по всем вот этим критериям. И отмазываться и обвинять в этом данный народ, который травили всю дорогу от имамов и по 90-е годы и по сегодняшний день, русские, казаки, без разницы. Это одно и то же.
в наших пониманиях это одно и то же. Хотя вы сами друг друга как-то чем-то различаете. Но имперцы – это были все имперцы. И за это я говорю, вам, которые прижились, жили с нами, выросли, родились с нами, как-то вам бы лучше бы вот это все признать и каяться, и чтобы этого больше не повторилось. Мы все прекрасно и сегодня видим, никто, ни один не чеченец нигде не выступает, не митингует, что был по народам, без разницы, в Чечне был прямо террор. Россия сотворял террор, творил. Никто, ни славяне, ни казаки, вообще никто об этом не говорит. И нам самим приходится вылезать из этого дерьма. Но это ничего, потому что мы и в дальнейшем будем знать, что мы сами можем только защитить себя и строить свое государство, если день такой нам, возможность, если у нас такая будет. И нам не придется слушать ни славян, ни другого, кого-то, потому что мы сегодня видим, никому нету до этого дела. Я закончу. Совяла он искал. Да, вам слово. А, Я хотел бы вот именно к Дон Ахче обратиться, который вот посещает наши каналы разные, там наверняка думаю, что он пытается выяснить истину, там, как что было на самом деле. Ему вот все это время объясняют, по полочкам раскладывают, что распространитель ислама имам Шамиль ушел на пенсию в Калугу, получил там свою виллу, что джамааты, которые были после Первой войны, оплачивались российскими спецслужбами, исламизация проходила из Кремля, что сегодня строящиеся 1500 мечетей на крошечную территорию финансируются из Кремля. Вот это вот все Дон Ахче доносится, и он все равно продолжает, как бы что-то признавая, что-то не признавая, поносить именно нашу государственность, наше стремление к освобождению от всех этих манипуляций Кремля, чтобы не быть подручными кадыровцами где-то в Украине, чтобы не быть подручными в Украине кадыровцами где-то в Армении, где-то в Узбекистане, чтобы не быть ихними рабами, никому ничего не навязывать. Вот это вот все равно Дон Ахчи заходит и осуждает, и осуждает. Вот какие делаю я лично выводы. Выводы Савел Латшо, неправильные. Баркал, благодарю. Я скажу, выводы неправильные, потому что как бы проблем нет. Конституция 92 года, но она изначально как бы не тех, ну, кто типа ей прикрывался и не собирался ее выполнять. Ну, о чем говорить? Ну, вот был в правительстве это Тимишев, все рассказывал, он тут внутри был, он давал тут свидетельства, тут причем здесь я. Вот. То есть изначально эти люди, у них не было задачи создать государство там, по образцу там, Конституции 92 года. О чем мы говорим? В какой момент? Те которые вот, сначала не было там никого, включая Дудаева. Понимаете? Ну, Дудаев исполнитель. мы же это все прекрасно понимаем. Ну, как бы это вот вы там сейчас сказали, это может быть на внешнюю аудиторию, которые не понимают, там, что мы-то, я и вы лично, мы прекрасно понимаем, как бы, что там было на самом деле. И мы хотели бы, чтобы было как хорошо, да, ну, как бы, за все хорошее против всего плохого, ну, факты есть факты. Я же не против. Я еще тут, мне вопрос задавали. Первое условие, значит, в моем понимании, скажем так, возможного, ну, я не против чеченцев, наоборот, вот, тут Саляв говорил, вот первая статья должен быть кодекс, вот этот там писанный кодекс, вот хватит, вот из этого достаточно, вот из этого должна состоять Конституция. Ну и условия, важное условие, чтобы это как бы народ стал общинным, чтобы вот общинные интересы превалировали над
личными такими, знаете, ну, у нас есть особенности, мы такие эгоцентрицы, самолюбивые, такие, знаете, ну, понимаете, о чем я говорю. О. Вот странная черта характера, это когда вот такие вот персоны, как Дон Ахчи, заходят и говорят, объясняют, как должно быть. Дон Ахчи, мы сами осознали, как должно быть, приняли демократическую конституцию, Ну, декларацию. Вот после того, как мы попытались освободиться от этого ярма, к нам, у нас каким-то странным образом возникают бандитские группировки, какие-то джамааты, они вырезают ну, соседей из дагестанской стороны, из казахской стороны, ну, так они и начинают подождите, работать. Подожди, так подожди, я вот, закончу. Я ждал, пока ты закончишь. я 2 секунды, Почему 2 потом, секунды. потом эти люди понимают в кадыровском правительстве свои какие-то ордена, свои погоны, у них все прекрасно, и вот так вот работает эта система. Почему ты это не Я осознаешь, мне понимаю, трудно понять. вы сейчас говорите уже о следствиях, а не причинах. Вы уже о следствии говорите, понимаете? Ну, надо хронологию брать вот начало, там, начало 90-х, и вот эти, начало 90-х, даже начало с 90-го года, там, погромы начались и так далее. Потом это Тимишев рассказал вообще историю, там, я не знал, там, в Малгобеке этого старейшину убили 5 сыновей его, чеченцев. И потом Дудаев, Лобазан повыпускали, там, вооружили этих убийц, уголовников. О чем мы говорим? Какие это, я считаю, это одна и та же шайка лик. Поэтому даже Маша Мацерга, добрый день. и при Донавче, Кадырове и можно? так дальше, вроде как Кадыров как вроде перешел, они должны были, по идее, там создать какой-то или там и все понятно, что это Кремлем, понимаете, для меня очевидная вещь, что Дудаев, его жена, это его КРБ, все они там, вся эта шобла с 90-го года, они все одна шайка лейка. Управляемые там КГБ Москвой там, и там, внешними там, выгодополучателями другими. Все, тут это очевидно, ну, для всех это очевидно. Просто сейчас проблема такая, что как бы нет, получается, так, столько жертв, и нет за чего уцепиться, нет героя скрепы. Из Дудаева пытается лепить, что вот он, да, все, вот, а вот он там, что-то он не знал, Тимишев дает показания, как там он вообще, ну, как бы, я просто не знал, что настолько ужасно все, как бы это. Вот, и Тимишев мне тут много рассказал, он очевидец, он там был среди них. Я могу задать вам вопрос, Донавче? Вот разница между вами и нашими чеченскими мужчинами в том, что когда женщина пытается говорить, они вот замолкают и дают нам слово. Ой, все, я извиняюсь, я сейчас, у меня напряженный график, я сейчас вот закончил. Нет, вы не уходите, я хотела задать Не-не-не, вам я вопрос. больше говорить не буду, у меня работа. Я сейчас, Ну, я, не может быть, говорите. выйду. Я хотела просто задать Я вопрос смогу таким, говорить как через 4 часа, честно. Вот я сейчас Садала. только оставляю, я ничего не буду говорить уже, все. Извините. У меня Марсел Думастерга. У меня вопрос вот таким, как Дон Ахтик, таким, как Полина Жеребцова, которые сидят и говорят, мой Грозный, наша Чечня и все такое. Что вы сделали? Что вы сделали лично? Ну, или ваши там родственники, которые были постарше, когда нам разрешили, просто вникнитесь в суть да, вот этого слова, нам разрешили вернуться домой в 57 году. Мы вернулись, и что вы сделали для того, чтобы не было вот этих вот митингов, которые говорили, надо выслать этих диких зверей обратно, им тут не место. Мы вернулись на свою родину, нас хотели обратно. Вот что вы тогда сделали? Что вы делали тогда, когда нам не разрешали разговаривать на родном языке в своем родном месте, там, где родились наши предки, в отличие от вас, наши предки там родились, наши предки проливали кровь за эту землю, и нам на этой земле нельзя было говорить на своем родном языке. Что вы сделали для того, чтобы, ну, как бы понять для себя, что это наша земля, что мы там хозяева, мы были там гостями, а потом, извините, когда, знаете, переломный момент произошел, получилось, что получилось. Когда очень долго кого-то давят, человек начинает потом очень яростно сопротивляться.
Вижу, Вот, Дон да. Ахчи отвечать не будет. Бергкраун. Я хочешь скажу, что как они отвечают на такой вопрос. Они дали нам образование, построили нам заводы, сделали они то-то, то-то, они поставили нас, типа, как в люди нас вывели. У них в каждой семье, просто вот в каждой семье идет вот такой диалог с детьми. А детям они не рассказывают, что они сперва уничтожили этот народ, просто вот так вот уничтожили не то, что наш народ, все вот эти народы, и казахстанские, и киргизы, и без разницы, вот все уничтожили, а потом начали подкармливать и пользоваться ихними же территориями, уничтожая ихнюю культуру. Это они детям не рассказывают. И они растут вот с таким мышлением, что они выше вот тех, кого они угнетали. У них имперские мышления. И у них, у всех имперцев. И турки точно, вот один в один то же самое говорят и турки. Булат, вот ça raison. Маршал Думасарга, где все? Что за тишина? Маршал Зазуль. Булат, ворвись, труш. Вот что-то он прервался, все ждем, что он начнет говорить. Маршал, Заза, маршал. Маршал, Заза, Думасарга. марш, да. Связь. Хедж, да, вот алло. Истрош, Заза, истрош. Что за тема? По какому поводу собрались? Дон Ахчи. Дон Ахчеш, тяжелый период перенесли, говорит, тяжелый период перенесли в 90-х, как их там бандиты давили, угнетали. В Чеченской республике. Я Ючич. Саляв смалла. Муса Темишев, говорит, ему там на что-то глаза еще открыл. Булат, Ему он показания ему- давал, показания. е- На е- допросе, ем- а вот, что он показания давал. ем- Муса Темишев ему- историю рассказывал, а не показания давал. Ему своя история, самому глаза ничем не открывают. Не открывает. Они слепо не видят свою историю Чеченской республики. ايش وكله А где наш supreme leader? السلام عليكم. Позвать? Прерывista, хэшо, вени. Ой, Швац. Мусульмане слышали? Слышно, да, мусульмане, слышно меня? Аудиальный шайтан джин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Айн Хойшу. Вот. Хотелось сказать, я слушал внимательно. Дон Ахч представитель. Что бы он ни говорил, мы всегда ему... Но это не значит, что мы будем слушаться. Будем его критиковать. Просто жестчайше будем его критиковать. Пощады ему не будет. Затыкать рот мы ему не дадим, потому что это наш чеченец, суженец, наш агент, засланный в эти все казацкие сословия, так называемые царские ФСБшные. И он нам доносит полную информацию. Даже своими высказываниями он нам показывает, как они видят, как они мыслят и как они хотят, чтобы все это получалось. Да, это одно. Второе. Маршал Заза, Бергфрау, Булат, доктор Барменталь, Дон Ахчи, конечно, все плюс снова Карена, Лилит, Маржан, дедушка Маржан, человек, который борется за здоровый образ жизни, Саляф и Мурид, точка, а также Стелс, невидимка. Вещаем, конечно же, как вы знаете, из Соединенных Штатов Америки, Овру, Колумбия, нашего корпуса.
Деньги нам дает Аллах с помощью Госдепа, Сената и США. Самое главное, что бы говорил Мусатин, кто такой бывший политик, это их суверенное критика все те или все действия, или которые происходили в Чешской стране. Они являются гражданами. В коей мере сомнение саму всех оснований чешского государства имела право и будет иметь, есть и навсегда останется, как на сегодняшний день. И кто его ставит под сомнение саму идею государства, все, но ставить под сомнение существование, это уже совсем другой вопрос, называется измена. Вот, например, Дон Арчи говорит, мы туда на службу. Вас привел. Вопрос надо задавать правильно. О том, что вы пришли, мы не говорим там, что вы раз уж пришли, так что вы туда осели, конечно, вырезав все население Чечни, выгнав их со своих насиженных мест, его эту Сунжинскую линию. Мы должны факт, что как бы осели, мы не можем. Ну, к сожалению, на сегодняшний день там уже вышел, вопрос закрыт. Но вы не задаете вопрос, кто вас туда привел и как вы туда пришли. Вы пришли, предав чеченскую нацию, весь этот сброд царская Россия собрала и натравила на чеченцев мирных, которые жили у себя на земле. Мы не ходили за Дон, за правый берег. Это мы пришли на левый берег Дона и вырезали нас полностью силой русского оружия, нанимая вот этих западных генералов. Дель Отто, там всякие разные генералы, сейчас по памяти их. Руссо, там, Скоута, только вас там не было. И вот эту, все это вот отродье, русское, безродное, они командовали западные офицеры, шотландцы, французы, англичане, и вырезали нас. Так надо говорить. Надо рассказать историю до конца. Выборочно, как вам выгодно, а как она есть. Вы нигде не сможете во всей истории, не отношений даже, а просто оккупации вот этих вот экспедиционных походов русской России на территории, на Кавказ вообще. Там, если взять Кавказ с севера, то там была Кабарда, Адыгея и Чечня. Все. Не было. И вот это царство, которое пришли персы, и сверху Каспийское море, как огибая Каспийское море, там были нагайцы, остатки вот этих кумыки, нагайцы, калмыки. Все. На Кавказе, в Северном Кавказе больше нет других национальностей и народностей, если так взять, по историческим картам, если даже смотреть. Но Россия пришла с войной, когда начала вот эти турецкие за Азовское море, за выход в Юго, потому что они после 5-летней победами на юг, потому что им нужно было выходить на Азовское море. Также видел первую Россию, державшихся морей. И поэтому они начали строить суда в брянских лесах и на крепостных крестьян, и вводили последних людей вечно. Также они вводили рек солдат 25 лет, с 10 солдат на 25. Поэтому их называли солдаткой. Эту историю показывали. Создавали казачество Запорожье и типа возродив его на Доне, и сказав, что на самом деле это казаки-украинцы. Иначе, конечно, регулируете их, для себя представляете их. Но мы-то знаем, не все чеченцы. В 90-х мы уже мусульмане, шари, вот, не криво, вы все 0, запятая, одна все-таки имеет мозги и голову на плече. И благодаря нам наша чеченская нация выйдет из мрака. Но вы же не говорите, как вы пришли на Сунжинскую линию. Предав чеченцев, так называемые, привели нам царские войска. А потом вас и туда, чтобы души. Вы же нас убивали. Вы скажете, это как вы пришли нас убивать. Русских штыка. Самые. Потому что для того, чтобы это рассказать, нужно иметь интеллектуальный
и моральную. Самое первое, что для того, чтобы сказать правду, ставите увидеть людей. Говорить никаких интересов, никаких. Тебя плохо слышно, лауреат. Заедай. Да, ладно, да, буду Дискуссион, слушать. лауреат. Хорошо. Ну ладно, говорите пока. Лауреат. Может быть. Да. Лауреат, Бекмобил, а вот то, что ты сейчас, вот все, что ты сказал, да, абсолютная правда. Но вот давайте сделаем такое, как бы, аналитику. Ну вот, например, вот Дон Ахчи, он не виноват, что его предки вот это все, да, вот каким-то образом там насильники там туда-сюда, перхоть и все такое. Мы знаем их историю появления на Кавказе. Но вот как бы они это должны признать, да, мы насильники, убийцы, беглые каторжники. Мы же люди добрые, мы люди чести. Чеченцы всегда принимали каторжников. Нам, правда, это все сегодня обошлось боком. Ну вот представляете, они там вот рождались, там 3-4 поколения, сколько их, да? Они уже заразились нашим каким-то мужеством, темпераментом. Все-таки вот это очень важно. Вот у меня старики наши всегда говорили, «Хино мохо хуиц адам». Это на русский, если перевести, вода и ветер, ну, воздух в месте, в котором ты живешь, она меняет человека, как бы меняет генетику. Вот родившийся уже на Кавказе, он уже не может быть русским, или он не может быть там, я не знаю, он уже становится, вот как-то вот приобретает за счет этой воды, воздуха, всего этого, как бы наш какой-то, ну, смахивающий на наш дух, не буду говорить прям наш. И если они как бы это приняли и согласны с тем, что они бывшие каторжники, беглые и все такое, может быть, наши предки их за это не упрекали, как бы приютили, но вот сегодня они вот должны признать то, что они переняли наши национальную одежду, они танцуют нашу лезгинку, как бы, да, вот. Дон Ахчи, вы это же все признаете, что это не ваше исконное, и что вы преклоняете, как бы вам нравится, у вас хороший вкус, вам нравится наша черемша, вам нравится, она наша, исконно наша черкесска, наш габли, наш танец. Вам нравится наш дух, потому что мы вас приняли и с вами поделились этим духом. Мы благородные. И вот как вы на мое высказывание отреагируете, Дон Ахчи? Вас это обижает? Хорошее высказывание, мысль просто гениальная. Но Дон Ахчи сказал, что он будет слушать, потому что он занят. Он сказал, я говорить не смогу. Но мы Дон Ахчи всегда любим, мы его ни в чем не упрекаем. Мы, наоборот, даже, кстати, на заметку всем, Да. этот сегодняшний прямой эфир посвящен Дону Ахчи, потому что он мне останавливался писать, и мне даже многие писали, говорили, пожалуйста, сделай эфир и осади этого Дона Ахчи, он всегда покушается на нашу чешскую честь. Я говорю, нет, пускай пишет, он наш задунайник, наш убийца, наш мерзавец, наш мародер. Сейчас даже Саляфи Мурид писал, пожалуйста, сделай эфир, осади его, останови его. Или я при мне, говорит, кинем пистолет. И мы сказали, эльхамдулилля, аузибилля, сказали, сделаем эфир, чтобы Дон Ахчи смог выговориться, свою боль нам рассказать. Чем он и занимается. Мы же никогда его рот не затыкаем. Мы его считаем своим, мы его любим за то, что он просто есть такой Дон Ахчи. Хотя он, возможно, нас не любит, но мы-то его любим. Но самое главное, что мы хотели сказать тоже. Самая наша беда, главное, религия ислам. И возвращаясь к тому, что было сказано, пока вот такие, как Дон Ахчи, как Задунайские, как все вот эти вот шариатчики,
И вот эти люди, которые с бородами заявляют, нох челобокство, куфру глубокство, вот кто сидит, вот говорят они. Наглую, главное, буквально 10-15 лет назад они даже не осмелились бы сказать. Но сегодня это уже как бы становится мейнстримом. Это главная их идея – убить чеченскость во всем. Во всем. Убить чеченскость, убить чеченский дух. Убить его во всех его проявлениях. На женщинах это одеть мешки. Все. Они секс наложницы, рабыни. Играли штифлисом. Слова не давать им. Заткнитесь. Зудыш канал модель. Зудыш бешна. Это уже антиспециалист того, что убить чеченскость. Зучи душ дал из. Зучи душ чехала полную. Щедага чехала. Судючи душу войновши полную. Удача из-за полноправный член общества. И вот самое. Так, что с религиозной точки зрения. Любое слово о чеченскости, о чеченской культуре, это как бы убивается на корню. Говорят, что вот религия сперва, религия Аллаха, как они говорят, и сунна пророка Мухаммада, вы меня извините, конечно, но Мухаммаду, еще сам да, и получается, это черному истукану каменному, и смерти, мраковесие Верховному, да, вот из мести Аллаху. Нам какая нам это выгода? Вот на каждом шагу, буквально способен этот 10-15, новчал на новчал, дусал, войзудри ститих, войзудри бокон даешь, войтигри бокон даешь, вы отсмеешь, что бежи, отсмеешь, что отсмеешь, что каждый раз два самое лучшее оружие мусульман. Это вы не представляете какое-то психологическое оружие, как одурманить людей. Вот ты сидишь дома, в какой-то роще, плачет там, где-то какой-то Бангладеш, да, допустим. Мы не говорим, что мы не милостивы. Но они говорят, две кузя. Понимаешь, все поняла, всю свою родину забываешь и там, ждешь. Бангладеш, Рахинджи. Это, знаете, психологическое оружие. Мозги забивают этой всякой, в этой дур исламской. И что самое главное, они убивают людей от имени чеченцев. Вот, например, возьмем события в Бостоне, да, допустим, взорвались эти два мерзавца. Они же сказали, мы мусульмане. Осталось это все чеченцам. Во Франции этот мерзавец голову отказал. А кому это все осталось? Чеченцам. Это же не одна исламская страна, ни одна мусульманская община Франции, Европы, Америки. Они стали в защиту. Они сказали, это наш мусульманин. Защищал честь нашего пророка Мухаммада. Все замолчали, все спрятались. А кому осталось? Чеченцы. И даже французское государство, оно же сказало, это мусульманин взял. Они сказали, это чеченец, молодой человек. А дурманин, как они говорят, исламским радикализмом. Они ислам даже не обвинили. Вот как русские работают. Что делал Вайхубов? Задумайтесь над этим, чеченцы дорогие. Есть еще мозги. И кто не задумается, кто не хочет даже задуматься, Вайбог, я лошучу. Когда могли вот безнаказанно творить это убийство, затыкать рты чеченцам. Сейчас чеченцы крепли на Западе, в странах Запада. Не все, конечно же, но есть умные люди. В большинстве своем вся масса, да, признают, одурманенная исламом, именно русским вот этим проповедником. Это есть, да, факт, вот я всегда говорю, правда, мы не будем. На Западе есть умные люди, женщины, мужчины, которые говорят, нам дал Аллах эти телеграммы, эти всякие чушел, всякие инстаграмы, все есть сейчас. Мы будем говорить. И мы говорим вам, и мы предупреждаем вас. Если вы хотите творить здесь бесчинство в угоду России, убивать здесь людей от имени чеченцев в угоду России, чтобы она могла потом обвинять нас, чеченцев, в том, что террористы, радикальные, исламские убийцы, которые жаждут только крови, которые хотят просто убивать кафиров, мы это не допустим. Вы будете играть под нашу дудку. Не те чеченцы, оккупированные чеченской республикой находятся, эти власти, которые будут законодателями мод, а чеченцы Запада будут законодателями моды и мейнстрима в чеченском обществе, где бы он ни находился. На территории оккупированной Чеченской республики, на территории оккупированной Российской Федерации, в странах бывшего Советского Союза. Только западные чеченцы будут задавать вам тон. И только мы будем говорить правду, и вам придется, вы будете вынуждены слушать нас. Никто не уйдет от возмездия заслуженного.
ايش مال شو صح ماشي شدرخي imaj başı. Ya yeretin eşmon işler barxi eşmen şo izudu çok güç. Zade geliş sahi çok çok hidoştat. Bu da güçlüğü bu kan bakatçılığı o kare bu o zapada bu nokçuş oldu bu inanma. Şimdi bu никогда больше не сможете одним читать врезать из головы. Ваши все вот эти вот притоны, все вот эти вот ячейки ФСБшные, так называемые, мечети, ваши адресы, ваши хюжери, мюжери, странах Запада. А эту лавку скоро прикроют. Как вы делаете, иншаллах. Потому что придется очень глубокая, плодотворная, долгосрочная работа. Что и глубокий Запад это осознал уже, что Россия манипулирует религией ислам в свою выгоду. Для себя выгодная ситуация использует именно чеченский сегмент общества в Западе, подрывая стабильность на территории стран Запада, благодаря чеченским так называемым радикалам исламистам. Вашими же ФСБшными людьми, чеченоговорящими или не чеченоговорящими. Поэтому все, ваша лавка уже закрывается потихоньку. Вы не сможете манипулировать чеченской нацией. Нашу кварту жда речь дела, кварту жда ахшен. Шедан аур, пойда, дочки, розраска, ждишки. Эш и дошка, ночью концерт, эш придур, да. Да, лурда, сундеш, ночью кому. Шутакеттан. Ночью кому, до схабина, шутфахдац бош. Аш надо ли шухинсос? Шутфахдац, пошутдац. Штунхва эш мелдица, ну, пушун, юни, абасна, пушун. Шутфахдац, бусал бы бош, был, ночью будет, ночью мат биш, был, биш, был. Собусал бы бусал, ночью бош, так вот, дахайк бафой. Зуда, как ты берешь, ла, муха, ла, сундуак, муха, ла, дахайк бафошик. Что ночью дачу, ойли, отсума. Шицдоуки души, шичили, шидиш, да, шипити да хамбишу. Обусал бы ошо, ночью ходишь, хулила, дацис. Это две разные вещи, как черное и белое, которые с друг другом оно не перемешивается. Серого там не может быть. Собусал бы ошо, ночью бош, лешой хопарец, хала ночью оси, хогаскачи, лейвуй, недоараб, русский раб. Вот ваше определение. Цундела собусал бы ошо, ночью бош, лешой хала ночью вацон, охулил датку, удеч хайхоран он, диешкупстахаш, тучамелез, а ты лучстахаш. Haklarıma bu boşu, ibiyomet işokaç, ne yahizim, ne zudrihizim, naga, ilekler bu, nahizim bu, ne zudri, mara bu, iş dolu bu, sen dolu sebiyat hizmuş, ne nahaliç, iş buhtiş, lay amalik vermiş, ne humadekiymiş. Сасу ардарцу чаночун, петан чуан, сура 33, аят 50, сура. Шоуста и то судушен, шоуста и то суду, шоуста и то аят душен, 33 сура, 50 аят. Милха паймар, мазмам, вышу, айкавата на зубы, магиню бош, вы Аллахига, снах сему хилдиш, ешку, кем хилдиш, бош, телер хилдиш, доци. Телер хилдиш, да, шудяш, паймар, байкивка, и бэжл, тут магуш, ханал, ешку, Дели хули датис. И отшельник, маньяк, хули, и бьет вратный, похотливый, пес весь. Ночью шуха, и сказал, он сейчас хули дулфа, и говорит, мадатис. Да, еще уж мадатис. Чудило шутапа, шутпах датис, ночью шух датис. Ара ночью там, метнул, что дошло, жим-жим, метнул, что подыгач, вой махет сих дошло, жим-жим дошло. Чудило, эш кинаксен, шундича, басхарах, мухаргар, Тузика, Кимочерга, Бова, Закиамадига, Украин, Байабряч, Морю, тысячами новчи, Цабалан Садик. Он говорит, что это оно выгладу, а Цабалан шутки, дешки, Джихади, Швихади, Альгури, Мури, Бош, Пумштац, Даходина, Дахайта, но не Йосиф, Мою, Йоци Хайтовой, Ючан Бюгл Хайтовой, Ючан Дана, Цахилар Хайтовой, Чечур Ише, может, Ючан Цахилар Хайтовой, Йосифовой, Йосманишос, Арба Бю, Йосманишяц. Еще и узитовый, черхажу шахта, лилушный доузитовый. Сюндела, чиса была ночью. Урба, киметка бац. А ночью хинцот, хажика, я хочу солнце буду, ой солнце будешь. Ой царпетом, алубу.
Чезулицик, маэритига, тига кюшдяч, накошти кюшдяч, одюка лючтия бош, тейл бош, хейзуш бош, меткюш. И арбой будете галилуш, вот сматка, вот схара. Шунгинитига сэрч, чезудри маэр, чаш маэр, чезуч чудоца да ушка, сигмаву холмаву, хотагнер вахшмуца тига. Одохчу аму, мамоцик, халук манацик бог, и ахшишмуш. Тига ахшиш соуч ужин лохмушму. Ахаска малыш гладнуш, беши казбыла. Кцам уга кърни куду. Скорт бог чучек угарец. Нохчу эл бог паваски. Раску эл бог шулта буит. So раски часу es buan от скучител, от своего живот. Ало венти дуаш дистарис, от Франция в Беркам был год. Нохчу эл мадисан. Цан дас мацается, цан бусол почал куцеляться. Будулаку, Беркам был год. Хасаудский Аравия, Охбахкетан. Охтылуш будет бусолдин, Тхахоран, Тхавармар, Тхамузнамат, Лервиш, Бехтан, Цел, Цел, Цел. От Франция мядук бусолднахму. Цада акция велушил тихуш. Нохчиш дисанис, нохчиш бехин, раскаш диш, гипор. От суикварт бехтиш, кана бехар, цу камян зайнцани дату, диник, сири ду камян. Эскварт бех на он сук дати сауне. Ахцунака, дуцига, раската, агенца монхилиаш. Эшкидор, дати, квартиш, царх. Охдову титер да, кундяш май. Ама кайкани бусал бошо да ночу ватса. Охиз дахайта, охдуни, Франция айда дахайта, Германия айда дахайта, Дания айда дахайта, Швеция дахайта, Англия дахайта, Америка. Бусал бошо да шо, нохчу ватса, царик дут охтеляция, теляция, хулил дация. Кундяш май. Ама кайка шабу, бух да, бишо, нохчу ват, нохчу дошну, дуидать, дать. Шабу, ня. Boah, wo man die Liebe. Zum Beispiel Hauptmann auf das Gespräch, ich hatte auf Quartos, Logar, da hat es so den Kirch. Ich da, das ist Duschwisch, das ist Bialoidu, Buchel, den seine Kaske, aller Sura 9, 5, schon seine, auch Bergkan hat Quart durch. Noch Chikam Bergmadi, noch Chikam Abit, und Luker Dau, schon lai Buchel, den seine, ich Afghanistan, Syrien schon. Sauska Arabion, Dubayon, ala dahu. Dahu kutunik dahu. Şey, emkel hatmi şali duşuya. Ons arbo leşku. İbu etsamatsa bu sanidi. Şey, şu batiyşa bu. Şu Kur'an maldi matsa bu. Şey yedi Kur'an. Вали Пасха, Валития, Вали Лилби, и Музбади, и Хачичу, и Цамсбац, Шейбага, Вали, он зершан, Алати, и Лилби, он Мацабошу, Малилби, а Бодушу, Нохчи, Бацеш, Мушач, и Бой Бог. Так Шейби, Лотку, Майержи, Бог, Кунжук, Ахту, Нохчи, Хуматих, Ичешка, и Бог, Бир, Бац, Бог. Бог, Бянаду, Богар, Душу, чуть отчах, Бянаду. Бәлула, нofte компьютер ду, нofte цетулен. Ишьят, sondern Strobok und Tronis und der Trotten und Erdo. A cenu nisu boko matatuela и тюрку. Он да типа шоука на друг. Я ж не трогал. Помердиш ли да на бух бо цену цены бух я что помер. То есть ты солодушно. Это так, душ, да дохса, шар. Да я знаю, что кусачка, а еще ж, да я хаберки елой. Да, в общем, я шевел новый, Вейхамма, да, я что, всем русскоговорящим слушателям мы передаем огромный привет и говорим на чешском языке Адикюэн, Машуа, Далдина, Ошту. Нашим слушателям, таким как Карен и Дон Арчи, огромная благодарность за то, что вы всегда среди нас. Что Адикюэн, Машуа. There is good world, Шунде. Хорошо.